Об итогах и перспективах капитального ремонта в Республике Башкортостан поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Павел Сафонов, генеральный директор регионального оператора Республики Башкортостан. Павел Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, знаете, такой немного, может быть, будет глобальный, но тем не менее, давайте подведем итоги 2025 года. Хотя я знаю, что у вас концепция подведения итогов гораздо шире по времени. Да, ну вообще в целом, что такое капитальный ремонт? Есть программа, которая утверждена правительством Республики Башкортостан. Она называется «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Башкортостан». В данную программу у нас входит 17 190 таких домов. Площадь составляет свыше 71 миллиона квадратных метров. Фонд капитального ремонта является заказчиком данных работ. В том числе мы осуществляем технический надзор за проведением данных работ. Если взять в совокупности фонда, фонд начал существовать с 2014 года, и за 12 лет мы уже выполнили свыше 9500 многоквартирных домов. Очень большая такая проделанная работа. Если по видам работ брать, то данные цифры, они намного выше. 16 089 видов работ за данный период мы выполнили. Сумма была потрачена порядка 49,4 миллиардов рублей. 41 миллиард – это взносы собственников, и свыше 8 миллиардов рублей – это была поддержка со стороны государства. Павел Валерьевич, можно вас перебью? Расскажите, какие виды работ, вот вы сказали, что есть определенные виды работ, какие виды входят в капремонт? Есть основные виды работы, такие как ремонт кровель. Кровли у нас бывают двух видов – это шатровые крыши и рулонные крыши. В том числе мы делаем полностью инженерную систему на квартирном жилом доме, водоснабжение, водоотведение, электрика. И в том числе отопление проводим, ремонт фасада и замена, конечно же, лифтового оборудования. Понятно, что за чей счет проводится ремонт. Я имею в виду, как у нас оплачивают своевременно собственники жилья, какие поступления есть из федерального бюджета, из регионального. Если взять прошлый год, в 2025 году, мы выполнили 761 вид работ. Из них самый популярный – это, конечно, ремонт кровель. И акцент, конечно, со стороны правительства и главы региона, что в первую очередь нужно ремонтировать крыши. И в том числе и собственники везде пишут, говорят об этом. Поэтому мы акцент ставим в первую очередь это крыши. После чего на втором месте это замена лифтового оборудования. В прошлом году мы тоже значительно выполнили замену лифтового оборудования. Это составляет 623 лифта, 232 в многоквартирном жилом доме провели. Я хотел бы также выразить подрядчикам благодарность за ту работу, которую они проделали. Потому что у нас Республика Башкортостан стала одним из первых регионов, которые справились с поставленной задачей. Все лифты, которые срок эксплуатации превышает 25-летний рубеж, нужно их заменить. И Республика Башкортостан с данной поставленной задачей справилась. Далее, по какому принципу будут ремонтировать лифты, может быть, приводить в порядок? Это уже будет просто плановая задача. Где-то в порядке около 100-120 лифтов мы будем в год менять. Павел Валерьевич, расскажите, по какому принципу формируется программа капитального ремонта на год? То есть, каким образом отбираются дома, какие работы будут произведены? Здесь идет все, так сказать, с муниципалитетов. При каждом муниципалитете существует комиссия, которая определяет тот или иной вид ремонта, взаимодействие с управляющими компаниями и, конечно же, с собственниками жилья. Жители должны представить протокол, муниципалитет определить, какой вид ремонта. Данные документы полностью комплектуются и направляются уже в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и к нам, как заказчику, фонд капитального ремонта. Данная программа утверждается, и мы уже выступаем как заказчики, определяем подрядную организацию и, конечно же, контролируем уже выполнение данных работ. Есть приблизительные цифры, сколько домов будет отремонтировано в 2026-м? На сегодняшний день мы проводим большую работу в
вместе с муниципалитетами, с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и определили краткосрочный план 2026-2028. Программа уже, так сказать, выполняется. Мы запустили проектную сметную документацию, в том числе обследование. И цифра составляет порядка 1400 объектов, если взять в разрезе видов работ. Но данная работа еще продолжается, и эта цифра, она несколько раз еще увеличится. Но я хочу сказать, что мы на месте не сидим, мы проводим уже обследование, и после чего, как документы будут, мы выйдем уже на торги в ближайшее время. Расскажите, вот кто контролирует качество проведенных работ? Ну, непосредственно, конечно, сам же фонд капитального ремонта, потому что мы не только как заказчик, но и в том числе осуществляем технический надзор. По каждым территориям, муниципалитетам у нас закреплены технические надзоры. Они взаимодействуют с муниципалитетами, с управляющими компаниями и жителями многоквартирных жилого дома. При открытии объектов в рамках капитального ремонта подписываются акты открытия объектов. Мы также встречаемся с жителями, знакомим их с подрядными организациями, определяемся, если нужно какой-то чат, то создаем определенный чат со всеми жителями. И, конечно же, в рамках реализации программы мы, как непосредственно фонд капитального ремонта, контролируем данные работы. То есть жители могут повлиять на ход работ, могут высказать свое мнение, довольны они или недовольны? Что касается качества выполненных работ, конечно, потому что собственники – это, так сказать, жители, которые платят за капитальный ремонт, и мы прислушиваемся к ним, в том числе и по качеству выполнения подрядных организаций. Если это в рамках, так сказать, выполнения программы и есть какие-то нарушения, то я хотел бы сказать, что гарантийные обязательства никто не отменял, и согласно заказчикам и подрядных организаций договорных отношений сроки составляют 5 лет. Гарантии несут подрядчики. И если подтверждает факт о том, что это уже гарантийный случай, тогда мы выставляем претензии в сторону подрядной организации, определяем сроки и совместно с собственниками мы уже контролируем выполнение вот этих замечаний. Капитальный ремонт выполняется и за счет собственников в том числе. Каково у нас, кстати, мы с вами говорили об этом до интервью, о том, что у нас, собственно, добросовестные жители республики, которые исправно платят. Все верно? Да, совершенно верно. Если взять существование фонда с 2014 года по 2025 год, то данная цифра составляет 97%. Я хочу сказать, что это и есть со стороны собственников доверие в выполнении данных работ, доверие фонду капитального ремонта. За прошлый год мы уже закрыли год и проанализировали, то за 2025 год цифра составляет 108%. Жители платят, несмотря на то, что и взносы увеличились. Значит, будем также в дальнейшем взаимодействовать с собственниками и выполнение капитального ремонта качественно. А если при планировании ремонта, может быть, учитывается, что какой-то дом, допустим, там задолженность больше, есть такие случаи? Влияет это вообще на то, что объект, жилой дом, войдет или нет в программу, или его поставят попозже? Вот есть такая вариация здесь? Конечно, мы каждый дом совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и с муниципалитетами оцениваем, кто платит. Конечно, в первую очередь мы эти дома включаем в капитальный ремонт. А те, кто не платит, у нас существует, так сказать, претензионная исковая работа. Черный список, да? Да, мы вплотную этим вопросом занимаемся. И судебные приставы уже потом в дальнейшем нам в помощь. И, конечно же, когда уже идет определенная тенденция такая, жители начинают оплачивать.
Мы уже с вами обсудили, вот какие виды работ производит регоператор, да, какие есть моменты, и что в основном это обсуждается с муниципалитетом. Вот хватит условно, жители собрали какую-то сумму денег, какая-то часть поступила из регионального или федерального бюджетов. И вот исходя из этой суммы производится капитальный ремонт. Его может хватить на инженерные сети, но может не хватить на кровлю. Правильно понимаю? Либо только на кровлю, но и на инженерные сети. А может на все хватить? Данное финансирование полностью зависит от сколько мы собрали от собственников, так сказать, жилья. На такую сумму мы и потратили. Конечно, и поддерживает правительство Республики Башкортостан на такие работы, как крыши, ремонт подъездов. Данная программа, она вот существовала, она и существует. И в дальнейшем, как только денежные средства будут, мы данную программу продолжим выполнять. В том числе и по замене лифтового оборудования. Так что со стороны поддержки правительства республики тоже очень тщательная работа такая вот проводится на выделение финансовых средств в рамках капитального ремонта. Какие планы на долгосрочную перспективу, может быть, среднесрочную? Планы они у нас круглогодично, можно сказать. Мы не останавливаемся. Вот, порядка 1400 объектов у нас предусмотрено выполнение на 2026 год. На сегодняшний день мы уже проводим обследование, проектную сметную документацию подготавливаем, после чего мы будем уже выходить на торги. Я думаю, где-то в феврале месяца текущего года мы уже выйдем на определенные этапы. Павел Валерьевич, спасибо огромное, что, несмотря на загруженный график, пришли сегодня к нам в студию, поделились и рассказали о том, как идет ход капитального ремонта в Республике Башкортостан и, самое главное, какие планы на 2026 год. Спасибо огромное. Вам спасибо. Это была программа «Интервью». На наши вопросы отвечал Павел Сафонов, генеральный директор регионального оператора Республики Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.